Сейчас мы поработаем с принципом треугольника. Вот эта фигура очень устойчивая и надежная, особенно когда локти у вас прижаты к телу. Образ этой фигуры – это дом. Мой дом, моя крепость. Что это значит? Человек, когда встречает гостей на пороге дома, он либо пускает их в дом, либо не пускает. Если это враги, он защищается от них. Если этот человек выходит из дома, враги его тут же могут захватить. Если он пускает их близко в дом, то враги захватывают его тоже, и его семью, и так далее. Значит, всех этих врагов нужно встречать на пороге своего дома, под острым углом. Здесь вы их уже можете захватывать. Вы можете их уже захватывать и контролировать. Если вы их пустите в дом, они зайдут в него, видите? Если вы выйдете из него, бесконтрольно вас захватят. Теперь смотрите, то же самое получается с ударами. Если вы стоите на пороге дома, вы можете защищаться. Можете защищаться и контратаковать. Эта позиция очень хорошая. Вы встречаете атаку под острым углом, и тут же можете войти в него и контратаковать. При близкой дистанции это очень хорошо работает. Когда уже разорвана, уже сокращена дистанция или места очень мало, это хорошо работает. Теперь смотрите, если я при ударах слишком пустил его в дом, он меня будет бить. Видите? Если я сильно вышел из дома, опять меня бьют. Видите? Вышел из дома, меня бьют, видно? Не пустил его в дом. Видите? Можно защититься. Видите, как работает треугольник? Он с одной стороны разворачивается, с другой стороны бьет. Видите? На Алтае, когда я был в экспедициях, мне один дедушка, маэстро Веки, сказал, что это называется идти рогачом. Да, идти рогачом. Как олень. Олень идет рогами. Praticamente come cervo. Вот этот треугольник, в котором вы работаете, также будет работа идти здесь. Видите? Это когда дистанция близкая, дистанция vicina. Теперь parla italiano. Questo principio si chiama casa mia. Parla. È un principio dove si studia la posizione triangolare delle braccia ed esprime la direzione dell'azione. Nel contempo il concetto di casa mia esprime una zona da proteggere, dove se la protezione è troppo stretta si viene, come dire, invasi e quindi non siamo più in grado di difenderci. Se si esce da casa, cioè si allungano le braccia troppo, si viene presi e non si è più in grado di proteggersi. Questa è la posizione dove io riesco ancora a proteggere la mia casa. Questa posizione triangolare io riesco a proteggere sia dall'alto. Importante questi principi. Casa mia, mia famiglia, mia mamma, mia paese.
сейчас смотрите дальше, как можно от захватов. То же самое работает. Да, смотрите. Видите? Бордаты можно как видите работать. Subito avanti. Бордаты. Тут-то все ветчина, все близко. Вы контролируете одним треугольником, второй, его сразу же берете. Вот смотрите, видите, чуть-чуть шаг на него, и он теряет равновесие. Видите? Главное понять, что эта фигура очень хорошая, видите, очень надежная. Вы очень легко с ним справляетесь. Форс. Даже когда он крепко возьмет, держи крепче. Смотри, видишь? Очень устойчивая фигура. И глядите, как можно резко дальше работать. Видите, смотрите. И финита. Тут-то финита. Потому что он напряжение создал в этом направлении. Дальше смотрите, как можно работать. Это рука свободная. Видите, тут-то контрола. Дальше. Куда ты? Смотрите, видите? Контрола. Еще контрола. Здесь смотрите, аккуратно. Пьяно. Видите, что происходит? И варианты. Смотрите, поставь ногу на место. Тоже molto male. Importante per persone aggressivo capire molto male. Capire molto male subito normale. Capire male subito normale. Это интересный принцип итальяно. Принципе итальяно. Видите, вариант. Видите? Casa mia, casa nova, casa buona. Когда-нибудь я заведу себе домик в Италии. Вот, и буду его по такому принципу. Потом смотрите, вот здесь сразу же наступает боль. Вот видите? Просто сейчас я резко не делаю. Смотрите, вот болевые какие здесь интересные есть. Марио Парло, che tu sentire? Molto male. Видите, принцип. Tutta la struttura viene presa. Видите? Subito. Possibile subito. Контрола. Видите, персона, видите как? А вы контрола, тут структура персоны. Questo semplice. Это очень легко, но нужно, чтобы вы свои мозги освободили, и они у вас работали свободно. А если мозги напряжены, конечно, вы начинаете заниматься жестко очень. Видите? Все непрерывно идет. Вся работа. Se il vostro cervello è libero, riesce a lavorare liberamente. Se voi siete troppo concentrati. Ovaj princip se naziva princip trougla. Također trougao kao figuru možemo da označimo kao prag doma. I kada su laktovi naslonjeni na telo i ruke sklopljene, obrazujemo figuru trougla. Dakle, kada se borimo protiv neprijatelja, ne puštamo neprijatelja da nam uđe u kuću, nego se borimo na pragu doma da bi zaštitili svoju porodicu. U slučaju da smo suviše izašli iz kuće, ispred praga, neprijatelj može, znači, da nas lako savlada.
slučaju da smo pustili neprijatelja suviše unutra u svoju kuću, također nas lako savladava. Ova figura je veoma stabilna i veoma sigurna, tako da sa ovom figurom prvo je veoma udobno braniti se od zahvata i braniti se od udara napadača. Vidite kako funkcioniše. Znači, veoma je udobna za lomljenje struktura protivnika, za branjenje od udaraca. Također veoma udobna i za odbranu od zahvata napadača. Odbranu od zahvata napadača, automatski njemu lomimo i strukturu i obaramo ga vrlo lako. Naravno, laktovi moraju da budu naslonjeni uz telo i znači sklopljene ruke. Također može da bude vrlo interesantno kao odbrana za ljude koji imaju vezane ruke, da se odbrane od svojih napadača koji su im vezali ruke. I ovo je jedan od udobnijih principa za odbranu, za samoodbranu. U prevodu sa ruskog na srpski, ovaj princip bi se također nazvao moj dom, moja tvrđava. Dakle, neprijatelja se očekujemo na pragu doma i ni u kom slučaju ga ne puštamo niti u kuću, niti izlazimo iz kuće, jer je borba na pragu najudobnija za nas. Neprijatelj pokušava da nam se prišunja kroz prozor, da nam uđe od pozadi u kuću, ali mi ćemo se braniti. Kao što vidite, figura je veoma udobna, veoma laka za rad. Kao što vidite, čak i ako vam je napadač došao iza leđa, također s ovom figurom je veoma uspješno odbrana. С вами была русская система «Сибирский казак». До новых встреч, друзья! Živeli! Бонджорно! Buongiorno.